Варлам Шаламов. Левый берег. Академик. Оказалось, что беседу с академиком очень трудно напечатать. Не потому, что академик наговорил чепухи, нет. Это был академик с большим именем, многоопытный любитель всевозможных интервью, а беседовал он на хорошо ему знакомую тему. Журналист, посланный для беседы, обладал достаточной квалификацией. Это был хороший журналист, а 20 лет назад очень хороший. Причина была в стремительности научного прогресса. Журнальные сроки, гранки, верстки, издательские графики безнадежно отставали от движения науки. Осенью 1957 года, 4 октября, был запущен спутник. О подготовке к его запуску академик знал кое-что, а журналист ничего не знал. Но и академику, и журналисту, и редактору журнала было ясно, что не только границы информации после запуска спутника должны быть раздвинуты, но и сам тон статьи изменен. Статья в ее первом варианте должна была дышать ожиданием больших исключительных событий. Сейчас эти события наступили. Поэтому через месяц после беседы академик слал в редакцию длиннейшие телеграммы из Ялтинского санатория, телеграммы за собственный счет с оплаченным ответом. Умело приоткрывая занавес кибернетических тайн, академик стремился во что бы то ни стало быть на уровне и в то же время не сказать лишнего. Редакция, которую занимали те же заботы о современности и о своевременности, вносила исправления в статью академика до последней минуты. Гранки статьи были посланы в Ялту специальным самолетным курьером, и испещренные помарками академика вернулись в редакцию. «Бальзаковская правка», — сокрушенно сказал заведующий редакцией. Все было улажено, увязано, вычитано. Громоздкая колымага издательской техники выехала на просторные колеи. Но ко времени верстки в космос полетела Лайка, и академик из Румынии, где он находился на Конгрессе мира, слал новые телеграммы, умоляя, требуя. Редакция заказывала срочные международные телефонные переговоры с Бухарестом. Наконец, журнал вышел в свет, и редакция немедленно утратила интерес к статье академика. Но все это было после. А сейчас журналист Голубев поднимался по узкой мраморной лестнице огромного дома на главной улице города, где жил академик. Дом был одних лет с журналистом. Он был построен во время домостроительного бума в начале столетия. Коммерческие квартиры, ванна, газ, телефон, канализация, электричество. В подъезде стоял стол дежурного дворника. Электрическая лампочка была приспособлена так, чтобы свет падал на лицо входящих. Это чем-то напоминало следственную тюрьму. Голубев назвал фамилию академика. Дежурный дворник позвонил по телефону, получил ответ, сказал журналисту «пожалуйста» и распахнул перед Голубевым украшенные бронзовым литьем двери лифта. «Бюро пропусков», — лениво подумал Голубев. Уж чего-чего, а бюро пропусков он за свою жизнь повидал немало. «Академик живет на 6-м этаже», — почтительно сообщил дежурный дворник. Лицо его не выразило удивления, когда Голубев прошел мимо открытой двери лифта и шагнул на чистую узкую мраморную лестницу. Лифта Голубев после болезни не переносил, ни подъема, ни спуска, особенно спуска с его коварной невесомостью. Отдыхая на каждой площадке, Голубев добрался до 6-го этажа. Шум в ушах
немножко утих, стук сердца стал равномернее, дыхание ровнее. Голубев постоял перед дверью академика, вытянул руки и осторожно проделал несколько гимнастических движений головой. Так рекомендовали врачи, лечившие журналиста. Голубев перестал вертеть головой, нащупал в кармане платок, авторучку, блокнот и твердой рукой позвонил. Популярный академик открыл дверь сам. Он был молод, вертляв, с быстрыми черными глазами и выглядел гораздо моложе, свежее Голубева. Перед беседой журналист просмотрел в библиотеке энциклопедические словари, а также несколько биографий академика, депутатских и научных, и знал, что он, Голубев, и академик — сверстники. Листая статьи по вопросам будущей беседы, Голубев обратил внимание, что академик метал громы и молнии со своего научного Олимпа в кибернетику, объявленную им вреднейшей идеалистической квазинаукой. «Воинствующая лженаука», так выражался академик 20 лет тому назад. Беседа, для которой приехал Голубев к академику, и должна была касаться современного значения кибернетики. Академик зажег свет, чтобы Голубев мог раздеться. В огромном зеркале с бронзовой рамой, стоящем в передней, отражались они оба. Академик в черном костюме с черным галстуком, черноволосый, черноглазый, гладколицый, подвижной, и прямая фигура Голубева и его утомленное лицо со множеством морщин, похожих на глубокие шрамы. Но голубые глаза Голубева сверкали, пожалуй, помоложе, чем блестящие живые глаза академика. Голубев повесил на вешалку свое негибкое, новенькое, недавно купленное пальто из искусственной кожи. Рядом с потертым коричневым кожаным подбитым енотом пальто хозяина оно выглядело вполне прилично. «Прошу», — сказал академик, отворяя дверь налево. «И прошу извинить меня, я сейчас вернусь». Журналист осмотрелся. Анфилада комнат уходила вглубь в двух направлениях, прямо и направо. Двери были стеклянные, с низом из красного дерева, и где-то в глубине возникали тени людей при полном безмолвии. Голубеву не приходилось жить в квартирах, где комнаты были расположены анфиладой, но он помнил кинофильм «Маскарад», квартиру Арбенина. Академик появился где-то далеко и снова исчез, и снова появился, и снова исчез, как Арбенин в фильме. Направо, в первой большой комнате, дальше опять начиналась анфилада, светлый, со стеклянными дверями, с венецианскими окнами, стоял огромный белый рояль. Рояль был закрыт, и на крышке толпились, мешая друг другу, какие-то фарфоровые фигурки. На великолепных подставках стояли вазы, вазочки, статуи, статуэтки. На стенах висели тарелочки, коврики. Два просторных кресла были обиты белым в тон роялю. Где-то в глубине за стеклом двигались человеческие тени. Голубев вошел в кабинет академика. Крошечный кабинетик был темен, узок и казался чуланом. Книжные полки по всем 4 стенам сжимали комнату. Маленький, вроде игрушечного, резной письменный столик красного дерева, казалось, прогибался под тяжестью огромной мраморной чернильницы с крышкой из вызолоченной бронзы. 3 стены книжных полок библиотеки были отведены справочником, и одна — собственным сочинением академика. Биографии и автобиографии, уже знакомые Голубеву, стояли тут же. Втиснутый в эту же комнату задыхался черный маленький рояль. К роялю был прижат круглый стол для корреспонденции, заваленный свежими техническими журналами. Голубев перенес груду журналов на рояль
подвинул стул и положил авторучку и 2 карандаша на край стола. Дверь в прихожую академик оставил открытой. «Как и в тех кабинетах», — лениво подумал Голубев. Везде, на черном рояле, на книжных полках стояли кувшинчики, фарфоровые и глиняные фигурки. Голубев взял в руки пепельницу в виде головы Мефистофеля. Давно, когда-то, любил он фарфор, стекло, поражался чуду человеческих рук в Эрмитаже, белой фарфоровой фигурки «Сон», где лицо спящего в кресле человека было покрыто тончайшим платком, и казалось, что сотрудники музея накинули на статую кусочек марли, чтобы фигурка не запылилась. А это была не марля, а тончайший фарфоровый платок. Немного еще других чудес человеческого умения помнил Голубев, но голова Мефистофеля, грузная, провинциальная, была непонятна. С полок трубили глиняные бараны, прижавшись к корешкам книг, как к деревьям. Сидели зайцы с львиными мордами. Личная память. 2 добротных кожаных чемодана с наклейками иностранных гостиниц стояли около двери. Наклеек было много, чемоданы новые. Академик возник на пороге, перехватывая взгляд Голубева и сразу все объясняя. «Прошу прощения. Завтра уезжаю в Грецию самолетом. Прошу». Академик протискался к письменному столу, занял удобную позицию. «Я думал о предложении вашей редакции», — сказал он, глядя на форточку. Ветер вносил в комнату желтый пятипалый кленовый лист, похожий на отрубленную кисть человеческой руки. Лист повертелся в воздухе и упал на пол. Академик нагнулся, изломал сухой лист в пальцах и бросил его в плетеную корзиночку, которая прижалась к ножке письменного столика. «И согласился на него», — продолжал академик. «Я наметил 3 главных пункта моего ответа. Моего выступления, мнения, называйте это как хотите». Академик ловко извлек из-под огромной чернильницы крошечный листок бумаги, где каракулями было записано несколько слов. Вопрос первый формулируется мной так. «Я прошу вас, — сказал Голубев бледнее, — говорить чуть-чуть громче. Дело в том, что я плохо слышу. Прошу прощения». «Ну что вы, — вежливо сказал академик. Вопрос первый формулируется. Так достаточно?» «Да, благодарю вас». Итак, первый вопрос. Черные бегающие глаза академика смотрели на руки Голубева. Голубев понимал, вернее, не понимал, а чувствовал всем телом, о чем академик думает. Он думает о том, что присланный к нему журналист не владеет стенографией. Это слегка обидело академика. Конечно, есть журналисты, не знающие стенографии, особенно из пожилых. Академик посмотрел на темное морщинистое лицо журналиста. Есть, конечно. Но ведь в таких случаях редакция посылает 2-го человека, стенографистку. Могла бы прислать 1 стенографистку, без журналиста. Это было бы еще лучше. Природа и Вселенная, например, всегда присылает ему только стенографистку. Ведь не думает же редакция, пославшая этого немолодого журналиста, что журналист может задавать острые вопросы ему, академику. Ни о каких острых вопросах не идет речи, и никогда не шло. Журналист — это дипломатический курьер, думал академик, если не просто курьер. Он, академик, теряет время из-за того, что нет стенографистки. Стенографистка — это элементарно, это, если угодно, вежливость редакции. Редакция поступила с ним невежливо. Вот на Западе. Там всякий журналист владеет стенографией, умеет писать на пишущей машинке. А сейчас, будто 100 лет назад, где-нибудь в кабинете Некрасова. Какие журналы были 100 лет назад?
Кроме современника он никаких не помнит. Ведь, наверное, были. Академик был самолюбивым человеком, весьма чувствительным человеком. В поступке редакции ему чудилось неуважение. Притом он знал это по опыту, живая запись неизбежно изменит беседу. Придется много тратить труда на правку, да и теперь на беседу был отведен час. Больше часа академик не может, не имеет права. Его время дороже, чем время журналиста, редакции. Так думал академик, диктуя привычные фразы интервью. Впрочем, он не подал и виду, что он рассержен или удивлен. «Вино, разлитое в стаканы, надо пить», — припомнил он французскую поговорку. Академик думал по-французски. Из всех языков, которые он знал, он больше всего любил французский. Лучшие научные журналы по его специальности, лучшие детективные романы. Академик произнес французскую фразу вслух, но журналист, не владевший стенографией, не откликнулся на нее. Этого академик и ждал. «Да, вино разлито», — думал академик, диктуя. «Решение принято, дело уже начато, и не в привычках академика останавливаться на полдороги». Он успокоился и продолжал говорить. В конце концов, это своеобразная техническая задача — уложиться ровно в час, диктуя не быстро, чтобы журналист успел записать, и достаточно громко, тише, чем с кафедры в институте и тише, чем на конгрессах мира, но значительно громче, чем в своем кабинете. Примерно так, как на лабораторных занятиях. Увидев, что все эти задачи разрешены удачно и досадные неожиданные трудности побеждены, академик развеселился. «Простите», — сказал академик, — «вы не тот Голубев, что много печатался во времена моей молодости, моей научной молодости, в начале 30-х годов. За его статьями все молодые ученые следили тогда. Я, как сейчас, помню название одной его статьи «Единство науки и художественной литературы». В те годы, академик улыбнулся, показывая свои хорошо отремонтированные зубы, были в моде такие темы. Статья бы и сейчас пригодилась для разговора о физиках и лириках с кибернетиком Полетаевым. «Давно все это было», — вздохнул академик. «Нет», — сказал журналист, — «я не тот Голубев. Я знаю, о ком вы говорите. Тот Голубев умер в 1938 году». И Голубев твердым взглядом посмотрел в быстрые черные глаза академика. Академик издал неясный звук, который следовало оценить как сочувствие, понимание, сожаление. Голубев писал, не отдыхая. Французскую пословицу насчет вина он понял не сразу. Он знал язык и забыл. Давно забыл. А сейчас незнакомые слова ползли по его утомленному и сохшему мозгу. Тарабарская фраза медленно двигалась, будто на четвереньках по темным закоулкам мозга, останавливалась, набирала силы и доползала до какого-то освещенного угла, и Голубев с болью и страхом понял ее значение на русском языке. Суть была не в ее содержании, а в том, что он понял ее. Она как бы открыла, указала ему на новую область забытого, где тоже надо все восстанавливать, укреплять, поднимать. А сил уже не было, ни нравственных, ни физических. Казалось, что гораздо легче ничего нового не вспоминать. Холодный пот выступил на спине журналиста. Очень хотелось курить, но врачи запретили табак ему, курившему 40 лет. Запретили, и он бросил, струсил, захотел жить.
Воля была нужна не для того, чтобы бросить курить, а для того, чтобы не слушать советов врачей. В дверь просунулась женская голова в парикмахерском шлеме. «Услуги на дому», — отметил журналист. «Простите». И академик вылез из-за рояля и выскользнул из комнаты, плотно притворив дверь. Голубев помахал затекшей рукой и очинил карандаш. Из передней слышался голос академика, энергичный, в меру резкий, никем не перебиваемый, безответный. «Шофер», — пояснил академик, возникая в комнате, — «не может никак сообразить, к какому часу подать машину». «Продолжим», — сказал академик, заходя за рояль и перегибаясь через него, чтобы Голубеву было слышнее. Второй раздел — это успехи теории информации, электроники, математической логики, словом, всего того, что принято называть кибернетикой. Пытливые черные глаза встретились с глазами Голубева, но журналист был невозмутим. Академик бодро продолжал. В этой модной науке сперва мы немножко отстали от Запада, но быстро выправились и теперь идем впереди. Подумываем об открытии кафедр математической логики и теории игр. Теории игр? Именно. Она еще называется теория Монте-Карло, грассируя, протянул академик. Поспеваем за веком. Впрочем, вам... Журналисты никогда не поспевали за веком, сказал Голубев. Не то что ученые. Голубев передвинул пепельницу с головой Мефистофеля. Вот залюбовался пепельницей, сказал он. Ну что вы, сказал академик, случайная покупка. Я ведь не коллекционер, не аматер, как говорят французы, а просто на глине отдыхает глаз. Конечно, конечно, прекрасное занятие. Голубев хотел сказать увлечение, но побоялся звука «у», чтобы не вылетел зубной протез, вставленный совсем недавно. Протез не переносил звука «у». «Ну, благодарю вас», — сказал Голубев, вставая и складывая листочки. «Желаю вам всего хорошего. Гранки пришлем». «Там в случае чего, — сказал академик, поморщившись, — пусть в редакции сами прибавят то, что нужно. Я ведь человек науки, могу не знать. Не беспокойтесь. Все вы увидите в гранках. Желаю удачи». Академик вышел проводить журналиста в переднюю, зажег свет и с сочувствием смотрел, как Голубев напяливает на себя свое чересчур новое, негнущееся пальто. Левая рука с трудом попала в левый рукав пальто, и Голубев покраснел от натуги. «Война?» — с вежливым вниманием спросил академик. «Почти», — сказал Голубев. «Почти». И вышел на мраморную лестницу. Плечевые суставы Голубева были разорваны на допросах в 1938 году. 1961 год. Варлам Шаламов. Колымские рассказы. Кант. Сопки были белые, с синеватым отливом, как сахарные головы. Круглые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. В ущельях снег был глубок и крепок, держал человека, а на склонах сопок он как бы вздувался огромными пузырями. Это были кусты стланника, распластавшегося по земле и улегшегося на зимнюю ночевку еще до первого снега. Они-то и были нам нужны. Из всех северных деревьев я больше других любил стланник, кедрач.
Мне давно была понятна и дорога та завидная торопливость, с какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она человеком, своим нехитрым богатством, процвести поскорее для него всеми цветами. В одну неделю, бывало, цвело все в запуске, и за какой-нибудь месяц с начала лета горы в лучах почти незаходящего солнца краснели от брусники, чернели от темно-синей голубики. На низкорослых кустах и руку поднимать не надо, наливалась желтая крупная водянистая рябина. Медовый горный шиповник, его розовые лепестки были единственными цветами здесь, которые пахли как цветы. Все остальные пахли только сыростью, болотом, и это было под стать весеннему безмолвию птиц, безмолвию лиственничного леса, где ветви медленно одевались зеленой хвоей. Шиповник берег плоды до самых морозов, и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая желтая шкура которых скрывала сладкое темно-желтое мясо. Я знал веселость лоз, меняющих окраску весной много раз, то темно-розовых, то оранжевых, то бледно-зеленых, будто обтянутых цветной лайкой. Лиственницы протягивали тонкие пальцы с зелеными ногтями. Вездесущий жирный кипрей покрывал лесные пожарища. Все это было прекрасно, доверчиво, шумно и торопливо, но все это было летом, когда матовая зеленая трава мешалась с муравчатым блеском замшелых, блестящих на солнце скал, которые вдруг оказывались не серыми, не коричневыми, а зелеными. Зимой все это исчезало, покрытое рыхлым, жестким снегом, что ветры наметали в ущелье и утрамбовывали так, что для подъема в гору надо было вырубать в снегу ступеньки топором. Человек в лесу был виден за версту, так все было голо. И только одно дерево было всегда зелено, всегда живо. Стланник, вечно зеленый кедрач. Это был предсказатель погоды. За 2-3 дня до первого снега, когда днем было еще по-осеннему жарко и безоблачно, и о близкой зиме никому не хотелось думать, стланник вдруг растягивал по земле свои огромные двухсаженные лапы, легко сгибал свой прямой черный ствол толщиной кулака в 2 и ложился плашмя на землю. Проходил день, другой, появлялось облачко, а к вечеру задувала метель и падал снег. А если поздней осенью собирались снеговые низкие тучи, дул холодный ветер, но стланник не ложился, можно было быть твердо уверенным, что снег не выпадет. В конце марта, в апреле, когда весной еще и не пахло, и воздух был по-зимнему разрежен и сух, стланник вокруг поднимался, стряхивая снег со своей зеленой, чуть рыжеватой одежды. Через день-два менялся ветер, теплые струи воздуха приносили весну. Стланник был инструментом очень точным, чувствительным до того, что порой он обманывался. Он поднимался в оттепель, когда оттепель затягивалась. Перед оттепелью он не поднимался. Но еще не успело похолодать, как он снова торопливо укладывался в снег. Бывало и такое: разведешь с утра костер пожарче, чтобы в обед было где согреть ноги и руки, заложишь побольше дров и уходишь на работу. Через 2-3 часа из-под снега протягивает ветви стланник и расправляется потихоньку, думая, что пришла весна. Еще не успел костер погаснуть, как стланник снова ложился в снег. Зима здесь двухцветна: бледно-синее высокое небо и белая земля. Весной обнажается грязно-желтое прошлогоднее осеннее тряпье, и долго-долго земля одета в этот нищенский убор, пока новая зелень не наберет силу и не станет цвести, торопливо и бурно. И вот среди этой унылой весны, безжалостной зимы, ярко и ослепительно зеленее, сверкал стланник. К тому же на нем росли орехи, мелкие кедровые орехи. Это лакомство делили между собой люди, кедровки, медведи, белки и бурундуки. Выбрав площадку с подветренной стороны сопки, мы натаскали сучьев, мелких и покрупнее, нарвали сухой травы на прометинах,
голых местах горы, с которых ветер сорвал снег. Мы принесли с собой из барака несколько дымящихся головешек, взятых перед уходом на работу, из топящейся печки. Спичек здесь не было. Головешки носили в большой консервной банке с приделанной ручкой из проволоки, тщательно следя, чтобы головни не погасли дорогой. Вытащив головни из банки, обдув их и сложив тлеющие концы вместе, я раздул огонь и, положив головни на ветки, заложил костер, сухую траву и мелкие сучья. Все это было закрыто большими сучьями, и скоро синий дымок неуверенно потянулся по ветру. Я никогда раньше не работал в бригадах, заготовляющих хвою стланника. Заготовка шла вручную. Зеленые сухие иглы щипали, как перья у дичи, руками, захватывая побольше в горсть, набивали хвоей мешки и вечером сдавали в выработку десятнику. Затем хвоя увозилась на таинственный витаминный комбинат, где из нее варили темно-желтый, густой вязкий экстракт непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть, кто как сумеет, перед каждым обедом. Вкусом экстракта был испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в этом лечении дополнительное средство лагерного воздействия. Без стопки этого лекарства в столовых нельзя было получить обед, за этим строго следили. Цинга была повсеместна, и стланник был единственным средством от цинги, одобренным медициной. Вера все превозмогает, и хотя впоследствии была доказана полная несостоятельность этого препарата как противоцинготного средства, и от него отказались, а витаминный комбинат закрыли, в наше время люди пили эту вонючую дрянь, отплевывались и выздоравливали от цинги. Или не выздоравливали. Или не пили и выздоравливали. Везде по свету была тьма шиповника, но его никто не заготовлял, не использовал как противоцинготное средство. В московской инструкции ничего о шиповнике не говорилось. Через несколько лет шиповник стали завозить с материка, но собственной заготовки, сколько мне известно, так никогда и не было налажено. Представителем витамина С инструкция считала только хвою стланника. Нынче я был заготовщиком этого драгоценного сырья. Я ослабел и из золотого забоя был переведен щипать стланник. «Походишь на стланник», — сказал утром нарядчик. «Дам тебе кант на несколько дней». Кант — это широко распространенный лагерный термин. Обозначает он что-то вроде временного отдыха, не то что полный отдых. В таком случае, говорят, он припухает, припух на сегодня. А такую работу, при которой человек не выбивается из сил, легкую временную работу. Работа на стланнике считалась не только легкой, легчайшей работой, и притом она была бесконвойной. После многих месяцев работы в обледенелых разрезах, где каждый промороженный до блеска камешек обжигает руки, после щелкания винтовочных затворов, лая собак и матерщины смотрителей за спиной, работа на стланнике была огромным, ощущаемым каждым усталым мускулом, удовольствием. На стланник посылали позже обычного развода на работу, еще в темноте. Хорошо было, грея руки об банку с дымящимися головешками, не спеша идти к сопкам, таким непостижимо далеким, как мне казалось раньше, и подниматься все выше и выше, все время ощущая как радостную неожиданность свое одиночество и глубокую зимнюю горную тишину, как будто все дурное в мире исчезло, и есть только твой товарищ и ты, и узкая темная бесконечная полоска в снегу, ведущая куда-то высоко, в горы. Товарищ мой неодобрительно смотрел на мои медленные движения. Он уже давно ходил на стланник и справедливо предполагал во мне неумелого и слабого напарника. Работали парами, заработок был общий и делился пополам. «Я буду рубить, а ты садись щипать», — сказал он. «И поживей ворочайся, а то мы не сделаем нормы, а идти отсюда снова в забой я не хочу». Он нарубил стланниковых веток и приволок огромную кучу лап к костру. Я отламывал сучья поменьше и, начиная с вершины ветки, обдирал иглы вместе с корой. Они были похожи на зеленую бахрому. «Надо быстрее»,
— сказал мой товарищ, возвращаясь с новой охапкой. «Плохо, брат». Я и сам понимал, что плохо, но я не мог работать быстрее. В ушах звенело, и отмороженные в начале зимы пальцы рук давно уже ныли знакомой тупой болью. Я драл иглы, ломал целые ветки на куски, не обдирая коры, и заталкивал добычу в мешок. Но мешок никак не хотел наполняться. Уже целая гора ободранных веток, похожих на обмытые кости, поднялась около костра, а мешок все раздувался и принимал новые охапки стланника. Товарищ стал помогать. Дело пошло быстрее. «Пора домой», — сказал он вдруг, — «а то к ужину опоздаем. На норму тут не хватит». И, взяв из золы костра большой камень, он затолкал его в мешок. «Там не развязывают», — сказал он, хмурясь. «Теперь будет норма». Я встал, раскидал горящие сучья в стороны и нагреб ногами снег на рдеющие угли. Костер зашипел, погас, и сразу стало холодно и ясно, что вечер близок. Товарищ помог мне взвалить на спину мешок. Я закачался под тяжестью. «Волоком волоки», — сказал товарищ. «Вниз ведь тащить, не вверх». Мы едва успели получить свой суп и чай. На этой легкой работе вторых блюд не полагалось. 1956 год. Посылка. Посылки выдавали на вахте. Бригадиры удостоверяли личность получателя. Фанера ломалась и трещала по-своему, по-фанерному. Здешние деревья ломались не так, кричали не таким голосом. За барьером из скамеек люди с чистыми руками в чересчур аккуратной военной форме вскрывали, проверяли, встряхивали, выдавали. Ящики посылок едва живые от многомесячного путешествия, подброшенные умело, падали на пол, раскалывались. Куски сахара, сушеные фрукты, загнивший лук, мятые пачки махорки разлетались по полу. Никто не подбирал рассыпанное. Хозяева посылок не протестовали. Получить посылку было чудом из чудес. Возле вахты стояли конвоиры с винтовками в руках. В белом морозном тумане двигались какие-то незнакомые фигуры. Я стоял у стены и ждал очереди. Вот эти голубые куски — это не лед. Это сахар. 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 Пройдет еще час, и я буду держать в руках эти куски, и они не будут таять. Они будут таять только во рту. Такого большого куска мне хватит на 2 раза, на 3 раза. А махорка, собственная махорка, материковская махорка, ярославская белка или Кременчук номер 2, я буду курить, буду угощать всех, всех, всех. А прежде всего тех, у кого я докуривал весь этот год. Материковская махорка. Нам ведь давали в пайке табак, снятый по срокам хранения с армейских складов. Авантюра гигантских масштабов. На лагерь списывались все продукты, что вылежали сроки хранения. Но сейчас я буду курить настоящую махорку. Ведь если жена не знает, что нужна махорка покрепче, ей подскажут. Фамилия? Посылка треснула, из ящика посыпался чернослив, кожаные ягоды чернослива. А где же сахар? Да и чернослива 2-3 горсти. Тебе бурки, летчицкие бурки, ха-ха-ха, с каучуковой подошвой, ха-ха-ха, как у начальника прииска. Держи, принимай. Я стоял растерянный. Зачем мне бурки? В бурках здесь можно ходить только по праздникам. Праздников-то и не было. Если бы оленьи пимы, торбаса или обыкновенные валенки, бурки — это чересчур шикарно. Это не подобает. Притом, слышь ты, чья-то рука тронула мое плечо. Я повернулся так, чтобы было видно и бурки, и ящик, на дне которого было немного чернослива, и начальство, и лицо того человека, который держал мое плечо. Это был Андрей Бойко, наш горный смотритель. А Бойко шептал торопливо: «Продай мне эти бурки, я тебе дам денег. Продай мне эти бурки, я тебе денег дам, 100 рублей. Ты ведь до барака не донесешь, отнимут, вырвут эти».
И Бойко ткнул пальцем в белый туман. Да и в бараке украдут в первую ночь. «Сам же ты и подошлешь», — подумал я. «Ладно, давай деньги». «Видишь, какой я?» Бойко отсчитывал деньги. «Не обманываю тебя, не как другие. Сказал 100 и даю 100». Бойко боялся, что переплатил лишнего. Я сложил грязные бумажки в четверо, в восьмеро и упрятал в брючный карман. Чернослива пересыпал из ящика в бушлат. Карманы его давно были вырваны на кисеты. «Куплю масло, килограмм масла, и буду есть с хлебом, супом, кашей и сахаром. И сумку достану у кого-нибудь, торбочку с бечевочным шнурком. Непременная принадлежность всякого приличного заключенного из фраеров. Блатные не ходят с торбочками». Я вернулся в барак. Все лежали на нарах. Только Ефремов сидел, положив руку на остывшую печку, и тянулся лицом к исчезающему теплу, боясь разогнуться, оторваться от печки. «Что ж не растопляешь?» Подошел Дневальный. «Ефремовское дежурство». Бригадир сказал, пусть где хочет, там и берет, а чтоб дрова были. Я тебе спать все равно не дам. Иди, пока не поздно. Ефремов выскользнул в дверь барака. «Где же твоя посылка?» «Ошиблись». Я побежал к магазину. Шапаренко завмак еще торговал. В магазине никого не было. «Шапаренко, мне хлеба и масла». «Угробишь ты меня». «Ну, возьми сколько надо». «Денег у меня видишь сколько?» — сказал Шапаренко. «Что такой фитиль, как ты, может дать? Бери хлеб и масло и отрывайся быстро». Сахару я забыл попросить. Масло килограмм, хлеба килограмм. Пойду к Семену Шейнину. Шейнин был бывший референт Кирова, еще не расстрелянный в это время. Мы с ним работали когда-то вместе в одной бригаде, но судьба нас развела. Шейнин был в бараке. «Давай есть. Масло, хлеб». Голодные глаза Шейнина заблистали. «Сейчас я кипятку». «Да не надо кипятку». «Нет, я сейчас». И он исчез. Тут же кто-то ударил меня по голове чем-то тяжелым, и когда я вскочил, пришел в себя, сумки не было. Все оставались на своих местах и смотрели на меня со злобной радостью. Развлечение было лучшего сорта. В таких случаях радовались вдвойне. Во-первых, кому-то плохо, во-вторых, плохо не мне. Это не зависть, нет. Я не плакал, я еле остался жив. Прошло 30 лет, и я помню отчетливо полутемный барак, злобные радостные лица моих товарищей, сырое полено на полу, бледные щеки Шейнина. Я пришел снова в ларек. Я больше не просил масла и не спрашивал сахару. Я выпросил хлеба, вернулся в барак, натаял снегу и стал варить чернослив. Барак уже спал, стонал, хрипел и кашлял. Мы трое варили у печки каждый свое. Сенцов кипятил сбереженную от обеда корку хлеба, чтобы съесть ее, вязкую, горячую, и чтобы выпить потом с жадностью горячую снеговую воду, пахнущую дождем и хлебом. А Губарев натолкал в котелок листьев мерзлой капусты, счастливец и хитрец. Капуста пахла, как лучший украинский борщ. А я варил посылочный чернослив. Все мы не могли не глядеть в чужую посуду. Кто-то пинком распахнул двери барака. Из облака морозного пара вышли двое военных. Один помоложе, начальник лагеря Коваленко, другой постарше, начальник прииска Рябов. Рябов был в авиационных бурках, в моих бурках. Я с трудом сообразил, что это ошибка, что бурки рябовские. Коваленко бросился к печке, размахивая кайлом, который он принес с собой. «Опять котелки! Вот я сейчас вам покажу котелки! Покажу, как грязь разводить!» Коваленко опрокинул котелки с супом, с коркой хлеба и листьями капусты, с черносливом и пробил кайлом дно каждого котелка. Рябов грел руки о печную трубу. «Есть котелки, значит, есть что варить», — глубокомысленно изрек начальник прииска. «Это, знаете, признак довольства». «Да ты бы видел, что они варят», — сказал Коваленко, растаптывая котелки. Начальники вышли, и мы стали разбирать смятые котелки
и собирать каждый свое. Я – ягоды, Сенцов – размокший бесформенный хлеб, а Губарев – крошки капустных листьев. Мы все сразу съели. Так было надежнее всего. Я проглотил несколько ягод и заснул. Я давно научился засыпать раньше, чем согреются ноги. Когда-то я этого не мог, но опыт. Сон был похож на забытье. Жизнь возвращалась, как сновидение. Снова раскрылись двери, белые клубы пара, прилегшие к полу, пробежавшие до дальней стены барака, люди в белых полушубках, вонючих от новизны, необношенности, и рухнувшее на пол что-то, не шевелящееся, но живое, хрюкающее. Дневальный в недоуменной, но почтительной позе, склонившийся перед белыми тулупами десятников. «Ваш человек!» И смотритель показал на комок грязного тряпья на полу. «Это Ефремов», — сказал Дневальный. «Будет знать, как воровать чужие дрова». Ефремов много недель пролежал рядом со мной на нарах, пока его не увезли, и он умер в инвалидном городке. Ему отбили нутро. Мастеров этого дела на прииске было немало. Он не жаловался. Он лежал и тихонько стонал. 1960. Ситуация такая. Иногда годами ездишь на машине и ни одного прокола. На этой машине проехал 35 тысяч километров с момента покупки, прежде чем случился первый прокол. И это было в первый день на этой же трассе, когда я въезжал в город со стороны Хандыги. Тогда я поменял колесо, а заплату на прокол это мне сделали в Уснере. После этого следующий прокол случился до Магадана, у Атки. Здесь мне помог с ремонтом водитель большегруза. А на обратном дороге уже проехал больше 500 километров от Магадана, и между Дебиным и Ягодным снова колесо просело. С грехом пополам добрался до Ягодного, там работник шиномонтажа уже ушел, и снова мне помогли люди. После этого доехал до Бурхалы. Это недалеко между Ягодным и Сусуманом. И здесь мне снова помогли два молодых парня из Осетии, видимо, из работающих на местном прииске. Так, с Божьей помощью и помощью от хороших людей я почти доехал до Усниры. Меньше 100 километров осталось, но без подкачки ехать уже не мог. Приходилось останавливать и просить компрессор. Наконец добрался до Усниры. Сюрприз за сюрпризом. Заправка здесь не работает. Только за наличку. А шиномонтаж закрыт. Потому что в этот день, надо ж такое совпадение, в Уснире во всем поселке нет электричества до 5 вечера. Ждал и снова подвернулась удача. Попался парень, взялся помочь. Сказал, что работает зубным ортопедом в местной больнице. Он меня довез до автомагазина, где я за наличку купил компрессор за 5000 и ремонтный набор. Это клей, шило, жгуты, еще 1000 за 2. Хорошо, что наличка нашлась. Залатал я как мог мое проблемное колесо, хотя оно продолжало спускать, но не так быстро. К тому же у меня появился свой компрессор. Ждать 5 вечера не было смысла, и решил на ура двигаться дальше.